Галя, уже ж пора. Надо Вова с банками пришла до тебя. У тебя там береза добрая. Так може березовику наберу, а? Наберешь, у сраку ты наберешь. Шукай где-нибудь так мою березу. Я свою не дам у меня набирать. Так мне, Галька, ж много не потребно. Я тоже набирала вон те годы, брашку робила. Гляди, вот что написали в газетине. Белорусам запретили сбор березового сока. Чему? Теперь только лясничество будет. Вот. Жители могли раньше добывать сок, а теперь возможности нет. За самовольный сбор штраф предусмотрены. До 15 базовых величин для физлиц, до 50 ИП и 150 для юрлицев. Вояк, скільки штрафы будут. Ты ж это кто мы с тобой? Это пенсионерам не написано, что будет штраф, так я не знаю. Певно, не усім будут. Где ж яны обминуть копеечину, как не содрать? Не знаю, кто это такие. Слухай, вот як и придут, и будут... Ну так что, Галя, березовик брала лесничество усё весь час. Так лясничество... Так яны на своих делянках. Не можно нигде, ни на делянках, нигде не можно. Будут ехать шукать, не проминуть, каб копеечину не сделать. Кому моя береза твоя потребная? Никому. Не можно. Аби гроши повнаніма, бо надо содрать с людей. Не дам, да мою березу не пущу. Иди шукай себе дед березу. Приедут же до меня штрафовать. Моя ж березина. И як ты будешь без березовику? Ай, хер его березы. Кожный год ставили. И с хлебом, и зерном вон полили, и все ставили березовик. Ну так вот. А ты кажешь, добро жить при Лукашенку. Каждый день ну, запрет и як же без запрет. березовику, Ну, а? як твои сраки не касаются, ты и кричишь тогда добро. А як вы коснулась, так уже, вот, видишь, и тебе дренно. Мужчина, батька, не ведає. Напиши ему, напиши. У ТикТоку пожалуйся, як он казав. Вот. Слухай, какая новость, сьогодні ж самого ранку по телевизору, по радио, этот приехал, клоун этот приехал у Минск. Клоун? Нет, клоун его послал. Да клоун же не з'їжджав ніколи. У Мінську вон цирк завсюди є. І там клоуни, які хочеш. І рижі, і у шапці, і без шапці, які хочеш. Так його этот рыжий клоун з Америки послав. Во, клоун той послав. Это таки... І сам приехал старенький, такий сивенький. Той, что ему уколы гэтые привозил тогда для похудения. Може, Галя опять подвез. Певно ж подвез. Так не знаю, чего приехал, але ж того чекай, хочет же, как политзаключенных выпустил Лукашенко усіх штурмов. Во, этих людей, что посадил. Откуда они берут? Вот, так вот, кажешь, вот и сюда трубят, на поклон приехал, американцы приехали кланяться до батьки, вот. Ой, я тебе казала, святый человек, миротворец. Так что он им даст, что святый, для чего он приехал, что он им даст, этот святый человек? Може, бульбы, Галя, може, наши молочки, мясо, курей. Дел его, что есть, якой хулеры у его есть, бульба вон уже гнилая в магазинах. Слухай, аби людей выпустил, то посадил, зараза, людей в 20-м году без вины у тюрьмы. Ай, хай бы хоть Люца выпустил. Вот. Лязгаешь ты, лязгаешь. Что лязгаю, правду тебе кажу, не лязгаю, ну. А я ще слухай, что это казал, подожди. Ну, уже звонил мне это, что это твой, у Гагагу у его оформили Лукашенко у суд, у Гагагу, во. Что за птушка такая? Не птушка,
Ай, суд міжнародны, гага гэта. І Это туды мусить государство якое. Ці не, што? гэта суд ужо. Яго будуць судзіць як прыступніка. Вот твайго Хто? бацьку святога. Увесь свет будзе яго судзіць за ягоныя злачынствы. Якія ў яго злачынствы? Ён пра нас, пра пенсіянераў, пра нашу краіну, каб мірнае неба, каб Які ты дурань! чыстенька. Злачынства, я тебе скажу, людзей пасадзіў у 20-м тысячы. І дзяўчат маладых, і жанчын, і мужикоў, усіх пасадзіў людзей, і содзіць 5 гадоў, содзіць і содзіць, содзіць і содзіць. Вот якія Ай, злачынствы. Галя. А ў 22-м годзе расіяну пусціў праз нас ісці бомбіць. З нашай краіны ляцелі бомбы. Не лезгай! Ён казаў, што яны пайшлі дамоў, а як пайшлі, дык ён не ведае. Вот суд и разберется. Познает, там не дурные люди сидят в этих судах. А это, знаешь, кто на яку подал? Кто начал справу? Этот, як его? Латушка, во. Там, где он А бегал. хто гэта калатушка? Не Латушка, Латушка. И он там убегал, у это головный. Ніколі не чула. Ні таго латушкі, ні той калатушкі. Вот то я на яго и подал у суд. Рабіў эту, собрал все документы, собрал... Якое ён імеў права? Не меў права, потому что ён там гэтую вес маіць у гэтых у Еўропах ад усіх наших Ай-яй-яй, людцаў. мусіць бацьку падсіжвае. На бацькі на место хоча. У суд яго, у гарагу гэтую. Тьфу! А і хай меціць і добра. Ці знаеш ты, які ён, О, подержу трошки. ці знаеш ты, милая моя, які гэтый Латушка той і молоды, і красивы, і разумны, Глянь. языкоў сколькі знаець. Вот что, так что хай И бы... батька наш знает. Які ён бедарасянцы только на гэтай, я лепей гаварыць магу на нашай мове роднай, чым ён. Ён, ай, гаўно, колхозник сраный, не люблю яго глядзець і гаварыць. Вот человек, той человек, так человек. Он, Галя, молодец, миротворец. Добрый, Хозяин у своей ну краине. добрый, молися на яго. Слухай, я тобі его скажу, О, глядзі, глянь, голова вон потекла, ти бачиш ти. Ай-яй-яй, Галя. Ти погляди, он замироточив мусить. Ти хоче мироточить. кот гэта мой абассаў яго мусіць памеціў, фу, паскуда. Кот, весна бы прыйшла, дык Откуль памеціў. ты ведаешь, як тая мира пахне? Глянь. Ну не з сулями, скотинами. Такая гэта твой смердзіць. Ай, Слухай, что я тебе в газете его прочитаю, что слухай его. зараз буде великий день, вон. Перед великим днем, вон. Замироточив. Може, я вже дочекалася, га? У РПЦ предложили, это ж уже гундяй, это сделать самодержавие главным символом России. Вот, Вот, возродить дочекалася. самодержавие, монархическое правление. Вот, нам не надо ни космос, надо вернуться к себе. Вот этот протоиерей той казал. А Вот. як это у кине было, ты помнишь? А ну, здравствуйте, царь. Вот и тут гэты тоже хочет, вот этот вот царь. Тоже надо самодержавие ему. А уно. Я верю тебе Ауно. ни одному твоему слову. Не веришь, так не Я веришь. понаблюдаю, вон. Не веришь. Як з голови вон потекло. Я знаю, бо гэтага Чернета усюды унук знает, мне ўсё правду Кот кажет. усё, кот. Кот, вон з голови потекло. Добре, ці чула ти Ай-яй-яй. яшчэ... Во, слухай, это уже не только Чернет, так у гэтых по телевизору показывали уже, что у России коров палят живьем. Во, казали у их это вот бешенство мусить у них. Мусите я бачила, Ну, Галя. бешенство, а я думаю, там у Крамле полно гэтым бешенства. Ці ў думе у гэтай. Коров живы, ай, коров здоровья, без бумаг приезжают туды, не показывают ніякую бумажину, усіх спалить, галочуть тыя на фермеры, галочуть, не будешь кору, не будет молока. Вот что тебе скажу. Во як, милая моя. Так мы дадим. У А у нас нас вон ферма на ферме. Так у Леры там, так слухай,
А яны скажуть, зараз і у нас тое самае. Ён ж усё робіць, што А Пуцін як прыкажа. І ў Галька? нас будуць паліць гэтых кароў, пэўна. О, што Хоть бы робіцца. не робили так. Ты Ну. помнишь, ты, Галя, коли коровок держали? Я як член семьи. Ну, Глазами глядеть, кормилица. Ой, як отдать на забой. Як руку отрезать. Вот до гэту, вот до гэту. а вось слухай, дзе я чытала, вось што цікава, ты кажаш, што намка паддалі, а во глядзі, пішуць у газеце, беременную корову подарили Лукашенко. Ну, если родится челочка, останется у яго на ферме, а если бычок, вернуть его в Могилевскую область. Вот сказал, что президент. Так вот, подарили корову, а як скажут спалить, прикажет Путину спалить, он еще робит, что Путин приказывает. Не, Вот. не спалить, он же вон молочка хочет. А челочка Свайго. цікава, як на ферме застанется, як чим її звать будуть. Може, кача не хватає, ну, смешно мне. А я ще, слухай, его я читала, глядя, его тоже читала, только уж про, говорим с тобой про самодержавие. Ким Чен Ын, говорит, твой, погляди, выиграл уже 99, выборы выиграл 99 и 93%. 3% Вот. Нет, 3%. у Ким Чен Ына? Як у нашего батьки, ты помнишь, все кричали 3%. 99 и 93. Вот. А наши зараз, вот это самодержавие, а наш зробить себе 100% Путин, и будет он уже монархом, и будет править, и Колю по наследству отдать. Вот так вот. Пера плюнуть и конченого этого, вот, потому что такая его диктатура. А я ці обрадовался той корейский народ за это 3%? А корейский народ не может по-другому. Коли там проголосуешь супраць, тебе сразу расстреляют. Вот. И Лукашенко гэтак хочет. Вот он хочет гэтак. Кто супрацька прострелять. Так Только я, не еще руки связаны. так я не буду голосить более. И коли мне будут грукаться и казать, она не умна, поголосуйте, то я запрусь Ой, на какая клямку. порозумнела нарешті ти. Слухай, я ще казали, А что то- у них этот интернет отключают у России. Вот что. Ну так а на холера он потребен. Ну, так вот уже стогнуть уже ж люди, что интернету гэтага нема, а некий Макс у них придумали. Вот, свой интернет. Кого так назвали Максимкой? Тернет. Пулямет Максимка. Тернет у их назвали гэтак. И у них как будет свой, как и у Кореи. У Кореи тоже свой тернет. А мне нема разницы, не потребен он мне. На холере он мне надо. А Так. ты возьми, я будешь плакать, коли твой внук не будет говно тебе передавать. Сейчас включу телевизор, подожди. А это уже батарейки гэтые, говно, не включаются. Кажуть, на печь надо класть. Ну, как Тепло. Ці надо зубами пожмякать, так что ж, коли ты зубов нематых. А вы нам, покуль я телевизор кажу, лайки поставьте. Мне внук казал, что коли вы лайки ставите, тогда нас усе видеть более. А надо ж, каб усе ведали новины, что робится у свете. Мы ж самое лепей знаем усе новины. Треба Галя валету дать. Каб ён пожмякал зубами. Батарейку тую. Можно намазать чем дык дать. О, гляди, во, гляди. Кто это? Это некая там баба некая, дай послухаю их. Области. Я живу в городе Омске, и я не могу смотреть на вот это, что происходит с моей страной. Какие-то сволочи, которые продали наше государство, которые отдали наш народ, наши земли, и мы теперь рабы. А эти китайцы едут целыми этими фургонами, едут вообще целыми поселками, заселяют нашу страну. Сдали нас с потрохами, сдали нас как баранов, как овец, которые ничего не знают, а они разворовали, они продолжают воровать. Во, ругаются, что китайцев, слухай, О, что уже. китайцы заселили, строят города китайцы все у них, что яны рабами будут у китайцев, вот что. Какой я уже раб, ей уже вон пора. О, дай шло, дай их, дай шло.
скоро будет Китай. Недаром же ж Путин сказал, что ягоные гэтые малые китайские вучать. Вот, дайшло А уже. Коля Китай будет. вучить? Ну, так І у нас буде. и у нас будет китайцы. Батька, я помню, казав, що білоруска і китаєць вельми пригожі діти. Ну і будеш ти Тільки так не само ведаю, куди прив'язують він тебе дів куча його. китайців. Як будуть у Путіна китайці, так у тебе будуть тут будуть китайці. Гэта ж що слухаєте робить, як той. А гэтого хто їх гэта кажуть? Матвієнко гэтого кажуть. Слухай, дай Я ще послухаю. казати вмію, я нечто прослухала. Коллеги, как вы знаете, в бюджете образовался серьезный разрыв, порядка 4 триллионов рублей. Мы вынуждены пересмотреть бюджет, и, к сожалению, первыми это почувствуют учителя, коммунальщики. Каждый день страна теряет рабочие кадры, потому что наш главный приоритет – оборона границ. И многие лучшие специалисты сегодня задействованы именно там. Мы вынуждены искать пути для оптимизации. Наш надежный партнер Северная Корея. Сперва они помогли нам на передовой, сейчас уже работают в сфере медицины. Следующий шаг – мы привлекаем специалистов из этой страны для постройки новых предприятий. Вот и кажуть чому. Тому що нема робочої сили, нема, вот, нема людей. Усе пошли на СВО гэтае. Позабивали. Ну, бюджет, глядя, 4 мільярди, ці што не пачула я, ужо дырка, ужо зарплаты знижуць. І камунальшчыкам, і настаўнікам усім. Хай бы ў думе ў сваей знізілі, яны што да хулеры ж пэўна там получаюць у гэтым. Ну, сабе ж не хулера, только Сабе ж не настаўнікам, знижуць. врачам знижуць, людям пенсии не дают, конечно. И кажет, достойные люди пошли. Слухай, самые достойные. О, я тебе хотела еще почитать. Погляди, что про этих достойных людей. Школьников первых, 4 классов будут учить любить родину. А О, як? люби родину, твою мать. Будут, Мать твою. будут рассказывать о традиционных ценностях, любви к родине, к соотечественникам. Вот, и будут гэтые уже ходить СВОшники. Не. И будут рассказывать, бо самые ж лепшие, те, которые приходят, там забивали людей, приходят домой, насильничают, забивают, лупят, усіх у страхе трымают, будут ходить у школу малых с 1 класса учить. О! Галя, будуть, як у нас, воспитывать патриотизм. Ага, О, будуть, слухай, до нас дойдуть, і пришлють і в нашу школу, скоро это быдло-то все. Я попал в окружение! Мне срочно нужны припасы! Я живым не дамся! В одном из дворов города произошел необычный инцидент на детской площадке. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину позже сопроводили сотрудники полиции. Я попал в... Во, гляди, гэткі, дык вы гэтыя і пойдуць достойныя, о табе достойныя, пойдуць яны ў школу гэтыя достойныя, дзяцей будуць вучыць родину любіць. може, Галя, не догуляўся хлопчик. Крыша другу ўсіх паехаўшы, там усе там гэткія, только сильнічаюць і забіваюць. Во, наша, давай уключу. Во, глядзі, показываюць. Жора, как будто войны нет, на тебя никакого влияния не производят эти войны и проблемы мировые. That's good. Приехаў, глядзі, цалуюцца, приехаў гэтыт клован гэтыт. Галя, что ён сказаў, ці мне здалося? Нешта паскуда. Ну, паскуда, кажуть, на яго. Гэта На яго- кого на яго? На Лукашенку, гэта яго прыветствуюць, ён кажа, паскуда. Паскуда яго называў, слухай. Не може бути, Галя, не веру, не веру. Ай, ну такое ж табе по телевізору показываюць. Глянь, Так а ён прямая на царственном уровне. Подожди, во яшчэ глядзі, его гаворуць ужо. Куда же мы денемся от проблемы, которые КРИС очень контролирует, так называемые политзаключенные, хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей, никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что
В основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Ну так паскуда есть, паскуда, гляди, кажется, нема у меня политзаключенных, нема А у меня... может, нема? Конечно, нема. Садил 20-го года 5 годов люди у тюрьмах гниют, помирают, он кажет, нема. И 5 годов уже содить и содить, содить и содить. Вот. Може, гэта бандыты Ну, нейкія былі? Бандиты, Откуль конечно. у нас? Мы, Паскуда, белорусы, усе добрые. паскуда есть паскуда. Знищив людей. Вот там и Гагагу его подали в суд. Усюди разберутся, познають. Вот увидишься. Ага. Напишите ці правду, я кажу, что паскуда. Бо гляди этот. О, Гришка, гляди. А морду ж разъел на комбикорне с барского стола. Гляди, морду чуть-чуть телевизор он улазить. Что кажете? Ну и как вам новости? Как будто из совершенно разных миров. Как будто мы с ними там на разных планетах живем. Так ведь реально поверишь уже в рептилоид? О, гляди, его кажете. Приехали, як вам новости, приехали рептилоиды. Да, Кто это? Динозавр. Ну, вот это его паскуды назвал, вот динозаврами его А назвал. ён гэтымі Рептилиями некими. Гэта мусіць гады. Ці Гады. што гэта? Ну, гэта паскуда, гэта гады. О, собралися Ползаюць якія. компанія добрая, гляди. Чаму гэта- ён так? А вы что, гляди, Гришка? Вот так и идут они. Лукашенко и ребенок на его руках. Самый слабый, самый беззащитный, самый чистый, самый светлый. Тот, кто ни в чем не виноват. И батька защищает его, потому что это по-человечески. А ребенок тот – Христос. Ой, людцы милые мои, ці чула ты? Уже ж Лукашенко ідеть, а у яго Єсус Христос на руках. Вот что перед святом, перед Великанем, Може- вот что говорить у людям у вуші вводить. Слухай, що гэта зрабілася? Дзе ён гэта чуў? Чув, я не знаю, де чув, певно, гэтага весна настала, уже, певно, як кажуть, обострення вящення. Слухай, милая ти моя, ну що, було кончиться, трилудію, а во що придумав уже, ну. Так Галя вясна, шчэпка на шчэпку, як заўсёды, а ён жа адзін. Ой, Мужиков шукае, во поэтому. поехали перед святом, гэткае уже людям говорить. Почитав би лепі Писання святое, який Єсус у його на руках, что, ой, матка Боска, напишите вы, милые вы люди, напишите уже, что Як это, яму так здалося, не что это по ведаю. телевизору уже показывают по белорусскому, уже не глядеть, не слухать нема чего.